Бог готов разоблачить кого-то из ваших отношений, потому что теперь вы готовы услышать правду. Поток истины вот-вот потрясет вас до глубины души, поэтому уделите этому сообщению все свое внимание в течение следующих 11-12 минут. Это время имеет решающее значение для вашего духовного путешествия, и понимание открытых истин способно изменить вашу жизнь и перспективы так, как вы даже не могли себе представить. Эти откровения призваны обеспечить ясность, мудрость и руководство непосредственно от Бога. Они предназначены для освещения дороги впереди и выделения теней, затуманивающих ваше зрение. Если вы проигнорируете это сообщение, вы рискуете навсегда утонуть в этих более глубоких истинах. Это не просто еще одно сообщение, это божественный призыв открыть свое сердце и разум тому, что открыл Бог. Это приглашение связать вас с волей и целью вашей жизни. Актуальность этого сообщения невозможно переоценить. Это важное время, когда ваша сосредоточенность и вера откроют двери к долгожданному пониманию и благословению. Если вы действительно любите Бога и верите в Его план для вашей жизни, сделайте этот шаг веры. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на этот канал прямо сейчас. Это действие показывает вашу приверженность и готовность принять то, что Бог приготовил для вас. Это небольшой, но важный акт веры, который показывает вашу готовность принять предлагаемую божественную мудрость и руководство. Для всех здесь это сообщение действительно для вас. В Божьем плане не бывает случайностей. Ваше присутствие здесь является доказательством божественного выбора времени и организации событий в вашей жизни. Это сообщение представляет собой личное и прямое сообщение, предназначенное для вас в этот особенный момент. Он предназначен для того, чтобы обратиться к вашему сердцу, разрешить ваши проблемы и обеспечить необходимую вам ясность и направление. Приготовьтесь принять этот поток истины с открытым сердцем и разумом. Устраните любые отвлекающие факторы или сомнения, которые могут помешать вам полностью принять сообщение. Верьте, что Бог привел вас сюда не просто так, и что откровения, которые вы получите, станут источником силы, ободрения и просвещения. Воспользуйтесь этой возможностью с верой и ожиданием, зная, что Божья истина имеет силу освободить вас и привести к лучшему пониманию Его божественного плана для вашей жизни. Будучи Детем Божьим, приготовьтесь стать свидетелем истинной природы человека в своей жизни и отношениях. Это откровение не будет личным делом, об этом свидетельствуют многие другие. Знайте, что решения Бога, какими бы запутанными они ни были, всегда основаны на Его божественной мудрости и цели. Тогда вам было трудно понять, почему произошли те или иные события. Ее замешательство и горе, возможно, были непреодолимыми, но знайте следующее: по причинам, которые теперь станут ясны, все шло по ее плану. Сегодня кусочки головоломки складываются воедино, и вы получаете ясность в отношении цели полученного опыта. Бог за своих верных последователей по всему миру, поэтому слушайте внимательно. Он призывает вас довериться Его водительству и мудрости. Испытания и невзгоды, с которыми он столкнулся, не были беспричинными. Они сыграли важную роль в формировании и подготовке вас к эпохе открытий и понимания.
Бог призывает вас твердо стоять в своей вере, принять открытую истину и поверить в Его великий план. Это напоминает Ему, что Его любовь и защита непоколебимы, и что Он никогда не оставит своих детей. Путь, который Он проложил для вас, хотя иногда и труден, всегда идет вам во благо. Поэтому мужайся, дитя Божие. Путешествие, которое вы предприняли, прошло через все его изгибы и повороты и привело вас к этому критическому моменту. Примите это с верой и мужеством, знайте, что рука Божья вела вас на каждом этапе пути. По мере того, как вы обретаете знания и понимание, эти знания укрепят вашу веру и укрепят вашу веру в божественный план. Я, Бог, говорю сегодня, дети мои. Не поддавайтесь страху. Вместо этого стойте твердо, стойте во имя мое, поверьте моему слову и будьте вежливы с врагами всемогущего Бога. Я собираюсь раскрыть истинную природу человека, который глубоко повлиял не только на ваши личные отношения, но и на жизнь многих других людей. Этот человек в настоящее время является лидером самого высокого уровня в вашей стране. Дети мои, я готов разоблачить этого человека так, чтобы открыть глаза не только вам, но и его сторонникам. Они пожалеют о своем решении поддержать его, потому что правда, которую я открою, разрушит их иллюзии. Завеса обмана, окружавшая этого лидера, будет сорвана, и их тьма станет выставлена на всеобщее обозрение. Их действия и намерения больше не скрываются. Каждый тайный план, заговор и предательство будут раскрыты перед нацией. Я уже нашел некоторые из их планов и продолжу находить новые. Я готовлю ваше сердце к получению этих откровений, которые придут раньше, чем ожидалось. Некоторые из вас могут не доверять мне и потерять веру в хаос, созданный врагом, но не бойтесь. Я подготовил вас, чтобы выстоять твердо. Я исцелю твою землю и направлю тебя знанием моего божественного плана. С помощью инструмента, который я выбрал, я победил каждого гиганта, который стоял на пути этой нации, выполняющей свою судьбу под моим суверенитетом. Когда-то победившие гиганты дрожат в отчаянии, когда их планы рушатся под моей могучей рукой. Противостоящие вам силы отчаянно хотят, чтобы их планы были сорваны. Но я вижу, что некоторые из вас потеряли веру в меня и сомневаются в моей способности исцелить и восстановить эту страну. Знайте следующее: я целитель и лекарство, но прежде всего вы должны довериться мне. Не совершайте ошибку, взглянув на мертвых, чтобы спасти себя, ибо только я ваш Спаситель. Как и во дни исхода, тьма часто предшествует свободе. В те времена мой народ столкнулся с большими трудностями и неопределенностью, но через эти испытания он привел их к свободе. Точно так же сегодня враги будут чинить препятствия на вашем пути, пытаться сломить ваш дух и настроить вас против меня. Они попытаются посеять семена сомнения и страха, чтобы убедить вас, что они вас покинули. Но это далеко от истины. Как и раньше, я снова разделю своих детей и защищу вас от наступающей тьмы. Я положу вокруг тебя божественную защиту, чтобы защитить тебя от злых дел врага. Это разделение не для того, чтобы изолировать вас, а для того, чтобы защитить вас, укрепить вашу веру и подготовить вас к будущей победе.
В это время испытаний крепко держитесь своей веры, помните данные мною обещания и чудеса, которые я совершил. Точно так же, как я разделил Красное море и дал манну в пустыне, я предложу способ преодолеть проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Я твое прибежище и сила, вечный помощник в беде. По мере того, как тьма растет, пусть ваш свет сияет ярче. Стойте твердо в вере, и вы не будете сомневаться. Ободряйте друг друга, воодушевляйте друг друга и твердо стойте в своей вере в меня. Я разрабатываю замечательный план, который принесет восстановление и исцеление, превосходящее ваши ожидания. Будьте прилежны и молитесь, потому что врагу нелегко раскаиваться. Но мужайтесь, ибо я победил мир. Тьма – это рассвет новой эпохи свободы и процветания. Сохрани надежду и веру в мою непоколебимую любовь и силу. Спасение твое близко, и скоро ты увидишь исполнение моего обещания. Мои враги, несомненно, активизируют свои усилия, но я не получу своей славы и своего спасения от тебя и этого народа. Доверьтесь моей верности, ведь я всегда приведу вас к победе. Даже если предстоящий путь кажется трудным, помни, что я с тобой на каждом этапе пути. Ваши враги обязательно нападут на вас и ваших людей. Вы слышите меня, они замышляют и движутся против вас. Знаешь, но я делюсь этим не для того, чтобы вселить страх в твое сердце. Это предупреждение для вас, чтобы вы стояли твердо, призывали мое имя, принимали мою власть и ставили свою веру и доверие ко мне превыше всего. Приготовьте сердце ваше, друзья мои, ибо я открою врагов ваших и дела их. Я раскрою их заговоры и разоблачу их тайное дело. Держу свое слово, потому что я верен своему слову. Потрясение, которое вы переживаете, это всего лишь подготовка к победе. Радуйся, я привел твой народ к победе. Возвысьте свой голос, ибо я с вами, и я устраню тьму и выведу вас к свету. Доверьтесь моей стойкой любви, и вместе мы восстановим справедливость. Ваш Небесный Отец будет распространять эти слова с бесконечной любовью, говорит Бог. Теперь, когда вы приняли это послание в свою жизнь, поделитесь им с каждой восприимчивой душой, которую найдете. Выразите свою веру в то, что Бог благ, описывая коррумпированных лидеров, которым вы хотите бросить вызов. Слишком долго люди слепо поддерживали людей, которые распространяют зло, часто вводя их в заблуждение, как единственное решение проблем общества. Но в эти смутные времена, Дитя Божие, позволь мне напомнить тебе один стих. Библия говорит в Исаии 5 часов 20 минут: «Горе тем, которые называют добро и зло злом, тем, кто тьму делает светом, а свет тьмы тем, кто делает горечь сладким и горьким». Это слово является серьезным предостережением против обманов, с которыми могут столкнуться люди, потерявшие истинную справедливость. Важно знать, что свет Божий раскрывает тьму. Поэтому мы должны твердо стоять в своей вере и верить, что Всевышний Аллах осветит все скрытые ошибки и несправедливости. Мы не должны терять надежду, но мы продолжим. Горячо молитесь о том, чтобы справедливость восторжествовала и чтобы коррумпированные лидеры понесли ответственность за свои действия.
Давайте обратимся к Богу за руководством и силой в эти трудные времена. Давайте искать мудрости, изучая окружающие нас сложности. Помните притчи 29:2. Когда праведников много, народ радуется, а когда правят нечестивые, народ плачет. В этом стихе подчеркивается важность поддержания справедливости и лидерства, а также их влияние на общество. Как верующие, давайте пообещаем объединиться в молитве и действиях по обеспечению справедливости и равенства для нашего сообщества и страны. Давайте не будем успокаиваться в наших усилиях по разоблачению коррупции и защите ценностей. А дитя истины и верности, если ты согласен с этим Словом Божьим и веришь, что к твоему народу придет справедливый суд, каждый злой и несправедливый лидер будет осужден, то не оставь эту новость, не прочитав эту прекрасную и сильную молитву. Эта молитва даст вам необходимые вам благословения и поможет вам стать ближе к Богу и подальше от плохих людей. Итак, всем своим телом, разумом и душой произнесите сейчас следующую молитву. Небесный Отец, сегодня мы приходим к Тебе со смиренными сердцами и просим Твоего руководства и силы во тьме, которая нас окружает. Мы благодарим Тебя за то, что Ты – Бог праведности и справедливости, который видит все и знает истину за каждым скрытым делом. А Господь, зная, что некоторые из них отклонились от Твоего пути и погрязли в коррупции и зле, позволь нам отдать Тебе лидеров, которые правят нашей страной и обществом. Мы молимся, чтобы Он открыл их грехи и раскрыл их дела. Поощряйте тех, кто стремится раскрыть правду, и защитите их от вреда в стремлении к справедливости. Отец, мы просим милости к тем, кто был обманут ложью и мошенничеством коррумпированных лидеров. Откройте им глаза, чтобы увидеть истину, и смягчите их сердце, чтобы они отвернулись от зла. Примите в них справедливость, помогите им отличить добро от зла и дайте им смелости отстаивать правду даже в трудные времена. Господь, мы молимся за наше общество и людей, страдающих от коррупции и несправедливости. Излейте на нас свой дух и поднимите чувство справедливости в сердцах вашего народа. Помогите нам стать смелыми посланниками вашей истины, нести свой свет в самые темные уголки общества и разоблачить работу тьмы. Отец, мы знаем, что Ты – Бог спасения и обновления, и мы верим в Твое обещание сделать все новым. Обновите нашу надежду и укрепите нашу веру, пока мы ждем, что Вы принесете справедливость и справедливость в нашу страну. Помогите нам продолжать молиться и действовать, зная, что Ваше дело в конечном итоге восторжествует. Господи, мы молимся за тех, кто страдает от коррупции и несправедливости. Утешайте их в их нужде и залечивайте их раны любящим прикосновением. Верните им то, что они украли, и обеспечьте быстрое решение их проблем. Пусть ваш мир, превосходящий всякое понимание, охраняет их сердце и умы во Христе Иисусе. Представьте себе, если хотите, такое время года, наполненное Божьей благодатью, каждый шаг, направляемый Его рукой, каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, дает возможность для роста, и каждый момент наполнен потенциалом чудесных перемен. Прощаясь с каждым днем марта, давайте поприветствуем его как месяц, полный новых начинаний и цветущих мечтаний. Пришло время задуматься о предстоящем нам глубоком духовном путешествии.
Это не просто месяц, это божественное приглашение испытать прорывы и благословения, меняющие жизнь. Думайте о каждом дне как о семени, которое может прорасти как свидетельство Божьей верности. По мере обновления земли наш дух будет обновлен, наполнен новой надеждой и новой силой. В этом марте давайте откроем наше сердце возможностям, которые вера, доверие и подчинение воле Божией могут принести в нашу жизнь. Если мы верим, что Бог изменит вашу жизнь в этом месяце, давайте стоять вместе в вере и верить, что Бог будет мощно действовать в нашей жизни. Сделайте прослушивание этой молитвы частью своей повседневной жизни в этом месяце, укрепляя свою веру и ожидая благословений, которые Бог приготовил для вас. Я молюсь вместе с вами мощной молитвой во могущественное имя Иисуса, так что смотрите до конца и откройте свое сердце, чтобы получить благословение этой молитвы. В нежном откровении мартовских дней нам напоминают о стойком обетовании Бога, который всегда действует, принося в нашу жизнь новые благословения, которые появляются так же внезапно, как первый весенний цветок. Мы с благодатью приветствуем приход каждого утра, свежего и освежающего, как новый рассвет. Исайя 43:19 напоминает нам: «Вот, я сделаю новую вещь, и она вырастет». Разве вы не знаете, что я проложу дорогу в пустыне и реки в пустыне? Этот стих подтверждает постоянную работу Бога в нашей жизни. Более того, Иеремия 3:22-23 утешает нас. Он сказал: «По милости Божией мы заблудились, Его милость никогда не кончается». Утро новое. Ваша лояльность велика. Давайте примем эти обещания близко к сердцу. Будьте путеводной звездой в этом месяце и каждый последующий день. Друзья мои, ожидайте в этом месяце благословений, превосходящих ваше воображение, поскольку Бог открывает новую главу в вашей жизни. Послание к Ефесянам 3 часа 20 минут напоминает нам, что Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или воображаем, по силе, действующей в нас. Стоя у входа в эту новую главу, воздвигнутую в надежде на божественное благословение, давайте обратим свои сердца к горизонту событий. Точно так же, как Ефесянам 3 часа 20 минут побуждает нас ожидать благословений, превосходящих наше воображение, это утверждение переносит нас в царство, где барьеры разрушены и границы пересечены. В этом священном пространстве ожидания давайте верить, что каждый момент с Богом наполнен потенциалом трансформации и победы. Идея победы – это не просто временное желание, а божественное обещание, которое должно проявиться в вашей жизни в этом месяце. Думайте об этом как о своем жезле веры, стоящем перед великими океанами и готовом разделить воды. Некогда, казалось бы, непреодолимое препятствие становится путем к победе. Достижение моментов сильной веры и божественного вмешательства. Непоколебимая вера и доверие к Божьему времени, пусть вы успеете пройти этот месяц, выйти из пустыни и войти в землю обетованную. Иисус Навин 1:9 ободряет нас: «Я не заповедал тебе мужествовать, не бояться и не бояться, ибо Господь, Бог твой, с тобой, куда бы ты ни пошел». Март месяц призывает к свободе и избавлению от всех уз и пороков, которые пытаются держать вас в плену. Спасение – это протянутая рука Бога в темные ночи,
Его сила освободит тебя от невидимых уз. Подобно заре ночи, свет Божий готов прорваться сквозь тени и предложить незримый путь. Стойте твердо в вере, потому что спасение не только возможно. Это ваше наследие как дитя Божье. Возлюбленные, когда земля раскрывается, раскрывая первые признаки весны, исцеление может проникнуть в трудную местность травм и болезней. Исцеление исходит из сердца Бога, а оно есть мазь от всякой раны и лекарство от всякой болезни. В этом марте, как весеннее солнце, пусть в вас взойдет надежда на давно забытые холодные и теплые края. Божье желание – увидеть вас целыми, восстановить разбитое и восстановить потерянное. Примите исцеляющее прикосновение, потому что оно так же верно, как восход солнца. Иеремия 30:17 Бог говорит: «Я исцелю тебя и исцелю тебя от ран твоих». Прогуливаясь каждый день в этом месяце, знайте, что вы окружены Божьей любовью и защитой. Защита этого новолуния подобна крепости, построенной вокруг вас, оплоту, сквозь который не сможет проникнуть ни один враг. Тот же Бог, который заботится о воробье, наблюдает за каждым вашим шагом и защищает вас от видимых и невидимых опасностей. Входите в каждый новый день с верой, потому что тень Бога Всемогущего окружает вас, нет страха. Псалом 90:4 уверяет нас: «Он покроет тебя перьями своими, и под крыльями его ты найдешь приют. Истина будет твоим щитом и щитом». Друзья, Марс является маяком надежды, свидетелем Божьей любви и неприходящей силы, действующей в нашей жизни. Пришло время сеять семена веры и ожидать урожая чудес. По мере того, как мир природы вокруг нас оживает, давайте также искать признаки духовного обновления и роста. Каждый день – это холст, наполненный возможностями для благословений, прорывов, освобождения, исцеления и защиты. Пусть этот март станет для вас поворотным моментом, сезоном невероятных перемен, который задаст тон всему оставшемуся году. Если Бог на вашей стороне, нет предела тому, чего вы можете достичь. В Филиппийцам 4:13 говорится: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это мощное утверждение напоминает нам, что если мы верим в Него, наши возможности безграничны. Помните, что в вас действует та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, готовая сделать больше, чем вы можете попросить или представить. Выходите смело, потому что вы готовы к величию, окруженные Божьими благословениями и милостями. Принимая полноту, которую предлагает Марс, давайте откроем наше сердце силе Божьей любви, готовые принять обещанную жизнь с избытком. Пусть этот месяц станет свидетелем Его верности, когда мы движемся к месту, которое Он предназначил для нас со своими благословениями и достижениями, вдохновленными Богом. Теперь обратимся к Богу с молитвой ко всем, кто в моем голосе. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы получили все блага этой молитвы. Помните, что вы должны слышать эту молитву каждый день, выстраиваясь в очередь и укрепляя свою веру в этом месяце. Это ежедневное обязательство видеть, как рука Божья движется во всех сферах вашей жизни. Помолимся нашему доброму и любящему Богу. Отец Небесный, Царь царей и Господь господствующих, который есть и грядет, Ты вездесущий и вечный Бог.
Альфа и Омега, начало и конец. Я стою в Твоей славе и силе и знаю Тебя как Создателя всего сущего и Правителя жизни. Твое величие наполняют небеса и землю, и Твоя мудрость непостижима. Вы достойны всяческих похвал, и Ваша любовь вечна. Господь, я прихожу к Тебе с сердцем, полным хвалы и благодарения. Спасибо за Твою бесконечную любовь, бесконечную благодать и бесчисленные благословения, которые Ты излил в мою жизнь. Господь, спасибо Тебе за Твой драгоценный дар жизни и за то, что Ты благополучно направляешь меня по сей день. Твоя преданность была моим щитом. Спасибо за обещание новых начинаний, за надежду, которая зарождается навсегда. Пусть мое сердце всегда будет в Твоей милости и доброте в предстоящие дни, добрый Отец. Я исповедую Тебе свои грехи, известные и сокрытые в тени моего сердца. Прошу у Тебя прощения и прости тех, кто обидел меня в Твоем милостивом сердце. Господь, помоги мне отпустить любую горечь и обиду, которые я, возможно, питал, чтобы я мог полностью принять свободу, обретенную в прощении. Я ищу Вашего руководства каждый день, идя по пути, который Вы указали передо мной, и сталкиваюсь с жизненными трудностями. Освещай мой путь светом Твоей мудрости и веди меня по велениям Твоей воли. Дай мне смелости узнать Твой голос в шуме мира и следовать за ним без колебаний. Пусть Твоя направляющая рука будет на мне во всех обстоятельствах и направит мой путь на путь праведности и мира. Во имя великого Иисуса я заявляю, что замешательство и сомнения не помешают моему путешествию. Отец, я твердо верю, что Твоя мудрость будет компасом, который будет направлять каждый мой шаг к цели, которую Ты для меня выбрал. Господь, я обращаюсь к Тебе за поддержкой во всех сферах моей жизни, и я верю, что Ты удовлетворишь мои нужды согласно Твоему богатству и славе. Дай мне мудрость мудро распоряжаться Твоими благословениями и веру, чтобы больше верить в тех областях, которых мне не хватает. Милостиво открой двери возможностей и излей свою поддержку, чтобы я не отражал Твою благодать в своей жизни. Господь, я молюсь об исцелении каждой части моего тела. Исцели мое тело от болезней, исцели мое сердце от разбитости, исцели мою душу от усталости. Я твердо придерживаюсь обещаний исцеления и восстановления и молюсь о полном исцелении во могущественное имя Иисуса. Позвольте Вашей божественной целительной силе проникнуть в каждую клетку моего тела и обновить мой разум, сердце и душу. Поскольку я получил Ваше исцеление, пусть Ваша бесконечная любовь и сострадание будут свидетелями не только в моей жизни, но и в жизни моих близких, которые нуждаются в Вашем прикосновении. Во имя Иисуса я ломаю и уничтожаю все формы рабства и провозглашаю свободу на протяжении всей своей жизни. Я заявляю, что каждая цепь зависимости, страха и угнетения разорвана во имя Иисуса. Я радуюсь свободе, исходящей от Твоей спасительной благодати, зная, что тот, кто освободил Сына, истинно свободен. Пусть Твоя рука направляет меня и добьется успеха даже в неровных сферах моей жизни. Господь, я молюсь, чтобы Твоя божественная защита стала щитом вокруг меня и моих близких. Защити нас от замыслов врага, видимых и невидимых опасностей. Полагая, что ни одно оружие, созданное против нас,
не подведет. Я отвергаю все атаки, направленные на то, чтобы причинить нам вред, во имя могущественного Иисуса. Твоя верность – наш щит, под Твоими крыльями мы находим прибежище. Господи, молясь со всеми, кто слышит эту молитву, я благодарен за каждое сердце, которое открывается Тебе сейчас. Всемогущий Боже, Ты крепость нашего спасения. Мы согласны искать Твое лицо, просить Твою руку мощно двигаться в нашей жизни. Господи, защити нас своим святым ликом. Наполни нас своим духом и приведи нас к более глубоким отношениям с Тобой, и мы сможем одержать победу над нашими проблемами. Мы провозглашаем исцеление нашего тела и разума и празднуем мир и радость, обретенные в Вашей любви. Дорогой Отец, давайте противостоять духу бедности и нищеты в нашей жизни и приветствовать дух изобилия и процветания. Мы провозглашаем наше благословение во имя Иисуса. Как сосуды Твоего благословения, мы становимся каналом, по которому Твои благословения текут, обогащая других. Мы молимся о божественной мудрости и понимании во всех решениях, которые нам приходится принимать. Направляй нас своим духом, чтобы идти по пути праведности. Сохрани нас от обмана и введи нас на всякую истину. Это дает нам понимание и ясность для решения жизненных проблем. Открой наши духовные глаза, чтобы распознать скрытые сети и ловушки врага, и дай нам мудрости, чтобы избежать их. Небесный Отец, мы приходим к Тебе и просим Твоей божественной защиты над нашими отношениями и общением. Защитите нас от токсичных отношений, злонамеренных людей и тех, кто намерен причинить вред. Окружите нас божественной дружбой, мудростью наставников и советами советников, которые поднимут наш путь веры. Это дает нам понимание того, как справляться со сложностями разных личностей и отношений, сохраняя при этом отношение любви, сострадания и прощения ко всем. Всемогущий Боже, мы просим Тебя о силе и мощи противостоять козням врага. Вместе мы противостоим всем искушениям и обещаем следовать Твоему Слову. Защити нас от невидимых духовных войн. Пусть армия ангелов расположится вокруг нас и охраняет каждый наш шаг. Мы ищем божественной защиты над нашими словами и действиями, чтобы мы могли быть источником ободрения и назидания для получаемых нами благ жизни. Во имя Иисуса мы заявляем, что мы защищены, когда мы приходим и уходим. Мы заявляем, что все работает на нас, а не против нас. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты позаботился о том, чтобы Твоя доброта и благодать всегда были с нами. Пусть мир, превосходящий понимание, руководит нами в этом месяце. Спасибо Вам за все, что Вы сделали и будете продолжать делать. Да будет воля Твоя в нашей жизни, как и на небесах. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Господь, спасибо, что услышал и ответил на мои молитвы во имя Иисуса. Аминь. Представьте себе, что солнце освещает обширную территорию. Как солнце всегда находится на небе и каждый день дарит свет и тепло, так и Бог всегда с нами. Даже если облако закроет солнце, мы знаем, что оно все еще там. Подобным образом, Бог с нами, когда мы сталкиваемся с трудными временами и не можем увидеть Его. Оно всегда здесь, как солнце над головой,
Сегодня давайте исследуем постоянное присутствие Бога в нашей жизни, поймем Его руководство, черпаем от Него силу и научимся жить в свете Его любви и поддержки. Я молюсь вместе с вами мощной молитвой во могущественное имя Иисуса, так что смотрите до конца и откройте свое сердце, чтобы получить благословение этой молитвы. Друзья мои, в Исаии 41:10 говорится: «Не бойтесь, ибо я с вами, не волнуйтесь, потому что я ваш Бог. Я вас поддержу, я вам помогу, я вам помогу, я вам помогу, уверены мы. Поддержу тебя прямо правой рукой». Эти слова напоминают нам о постоянном присутствии и защите Бога. Обладая этой божественной уверенностью, давайте углубимся в вездесущую поддержку Бога и исследуем, почему Его любовь и сила являются нашими постоянными спутниками на этом жизненном пути. Теперь давайте попробуем понять динамику присутствия Бога. Божье присутствие – это вездесущая, поддерживающая жизнь сила в нашей жизни, подобная воздуху, которым мы дышим, невидимая для нас, но абсолютно необходимая для нашего существования. В Деяниях 17 часов 28 минут подчеркивается истина: «Им мы живем и движемся и существуем». Это глубокое утверждение связано с тем, что наше существование, любая деятельность и наша личность тесно связаны с существованием Бога. Это неизменное и не уменьшающееся существо, постоянный, нерушимый и вездесущий. Возможно, мы не всегда воспринимаем его нашими физическими органами чувств, но он также реален и важен, как воздух, от которого мы зависим каждую секунду дня. Это божественное существо больше, чем просто жизнь. Это источник нашей силы, радости и мира. Во всех испытаниях, с которыми мы сталкиваемся, Бог помогает нам своей праведной десницей. В минуты радости Его присутствие усиливает нашу радость и напоминает нам о Его вечной любви и заботе. Во времена печали или неуверенности Его присутствие обеспечивает утешение и безопасность, напоминая нам, что мы никогда не одиноки и никогда не забываем. Божье присутствие – это не просто фон нашей жизни, а активный и гибкий. Он взаимодействует с нашей жизнью, формирует наши путешествия и направляет наши пути. Есть сила в тихом шепоте наших сердец, неожиданных озарениях, неожиданных благословениях и моментах слабости. Бог с нами на каждом этапе пути. Его присутствие является постоянным напоминанием о Его бесконечной любви и верности. По мере того, как наша вера растет и наши отношения с Богом растут, мы осознаем Его присутствие. Видя Его работу в красоте вокруг нас, в людях, с которыми мы встречаемся, и в ситуациях, с которыми мы сталкиваемся, мы начинаем узнавать Его руку в сложных деталях нашей жизни. Это осознание приносит глубокое чувство покоя и удовлетворения, зная, что мы окружены любящим и постоянным присутствием Бога в каждый момент нашей жизни. Что можно сказать о присутствии Божьем в трудные минуты? В разгар самых трудных жизненных взлетов и падений, когда кажется, что на нас давит тяжесть мира, легко почувствовать себя изолированным и подавленным. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, могут затуманить наше видение и заставить нас чувствовать, будто мы идем одни в бесконечной ночи. Однако присутствие Божие ощущается именно в эти трудные минуты. Псалом 22, 4-5 предлагает глубокое утешение,
хотя я и хожу в тени смертной, не убоюсь зла, ибо Ты со мною, Твоя грязь и грязь утешают меня». Эти слова рисуют картину бдительного пастыря, ведущего и присматривающего за своим стадом. Подобным образом Бог ходит с нами, Его присутствие является утешительным прикосновением во времена страха и сомнений. Он – твердая рука, которая ведет нас, утешительный голос, успокаивающий наши тревоги, и устойчивый свет, который сияет в самые мрачные моменты. Его присутствие превращает наши долины теней в путешествие надежды и терпения. Он не обещает беспроблемной жизни, но дарит нам постоянную дружбу и поддержку в любых трудностях. Это божественное общение является маяком надежды, напоминая нам, что ни одна ночь не бывает слишком темной, чтобы его свет мог проникнуть в нее, и ни одно путешествие не является коварным, если его рука не ведет нас. Присутствие Бога в наших проблемах – это не только утешение, но и источник силы. В слабые времена, когда наша сила кажется слабой, Его сила совершенствуется. Друзья мои, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, часто могут стать огромным стимулом для укрепления нашей веры в Бога и приближения к Нему. Когда нас поддерживает Его сила, мы обретаем неописуемый мир и спокойствие, которые нас несут. Это утешение приходит не от отсутствия проблем, а от знания того, что Бог с нами во всех ситуациях. Его сила будет нашим щитом, Его мудрость – нашим проводником, а Его любовь – нашей непоколебимой силой. Более того, присутствие Бога в трудные времена формирует наш характер и совершенствует нашу веру. Подобно тому, как золото очищается огнем, наша вера укрепляется в испытаниях, с которыми мы сталкиваемся. Каждое испытание дает возможность вырасти и развить более глубокую веру в Божьи планы и цели для нашей жизни. Этот опыт учит нас терпению, устойчивости и надежде, а также делает нас более сильными и сострадательными людьми. Идя рука об руку с Богом по этим долинам, мы выходим не только невредимыми, но и обогащенными Его верностью и обновленным духом настойчивости. Тогда давайте посмотрим на знание Божьего руководства. Божье водительство в нашей жизни часто тихое и очевидное, но его влияние глубоко и неоспоримо. Подобно легкому ветерку, тонкому, но верному, это руководство может проявляться во многих формах: слова священного писания, руководство Святого Духа, совет близкого друга или тихое ободрение нашего сердца. Притча 3:6 учат нас: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он сделает стези твои прямыми». В этом стихе говорится о партнерстве с Богом, когда признание Его владычества открывает дверь к Его водительству. Путь вперед – это довериться всеобъемлющему плану, даже если он нам не ясен. Знание Божьего направления в нашей жизни требует духовного понимания, подобно изучению нового языка. Большую часть времени Божье водительство проявляется не в драматических или драматичных событиях, а в тихих, казалось бы, обычных моментах нашей повседневной жизни. Его можно найти в последовательных темах, возникающих в нашем ежедневном богослужении, в тихой уверенности, которую мы ощущаем в молитве, или в неожиданных словах мудрости от кого-то, кого мы встречаем. Хотя эти примеры невелики, они содержат в себе глубокую значимость Божьего руководства.
Притчи 3:6 не только ободряют, но и поучают активно привлекать Бога во все сферы нашей жизни. Когда мы делаем это, мы открываемся множеству путей, которыми Он может нас вести. Кроме того, знать Божье водительство означает терпеливо ждать. В отличие от мгновенного общения, которым мы наслаждаемся в наш цифровой век, распознавание Божьей воли и водительства часто требует от нас паузы и ожидания. В это время ожидания наша вера проверяется и укрепляется. В эти времена важно быть твердыми в молитве и стоять на Слове Божьем. Пока мы ждем, наши духовные уши становятся более настроенными на Его голос, и наша способность понимать Его наставления улучшается. Это ожидание означает участие в поиске воли Бога, оставаясь открытыми Его времени и путям. Божье руководство часто связано с дарами и талантами, которые Он дал нам, и именно благодаря этим дарам Его план для нашей жизни становится яснее. Полный добра, милосердия и благословения, я увижу, что все, что вы делаете, я могу сделать. Откройте свое сердце моим учениям, примите мои обещания и наблюдайте, как перед вами разворачивается жизнь, богатая божественным разумом. Если вы заблудились или сомневаетесь, пусть знание моей любви станет прочным якорем среди сложностей нашей жизни. Верьте в постоянство моей преданности, превосходящей временность мирских забот. Утешайтесь, зная, что я рядом с вами, предлагая непоколебимую поддержку, любовь и руководство. Когда вы одиноки или мир кажется вам подавляющим, обратитесь внутрь себя и найдите утешение в глубине нашей связи. Моя любовь не знает границ и всегда с тобой, поэтому можешь быть уверен, что никогда не останешься один в своем путешествии. Будьте спокойны, дорогие, ибо я, ваш божественный пастырь, с любовью веду вас по этому лабиринту жизни, следя за тем, чтобы каждый поворот был плавным и легким, когда вы ориентируетесь в сложной паутине жизни. Пусть мои слова эхом отдаются внутри вас, пусть божественный свет сияет на вас, чтобы полностью охватить благословение, излитые на вас, и легендарный символ любви вокруг вас. Всегда помни, что моя любовь с тобой компас и убежище в этом меняющемся и меняющемся мире. По мере того, как вы растете в вере и доверяете моим обещаниям, данным вам, утешайтесь знанием, что я с вами во всем. Когда придет время, они раскроются, как весенние цветы. Всегда помните, что ваша жизнь – это чистый холст, полный неиспользованных возможностей и преимуществ. Поскольку мои учения вплетаются в великую ткань этой планеты, примите их с непоколебимой верой, и вместе мы осуществим их. Как бы тяжело ни было, ты можешь найти в себе силы, зная, что моя бесконечная любовь и огромная энергия поддержат тебя. Помните об этом, когда чувствуете себя подавленным. С моей помощью вы сможете преодолеть любое препятствие, мешающее вашим поискам. Ты не пройдешь этот путь один, ибо я – щит любви, помощи и нерушимой безопасности. Мы тщательно рассказали о божественном плане для вашей жизни и чудесах, которые вас ждут. Поверьте мне в этом плане, примите будущее с непоколебимой приверженностью, поскольку оно содержит богатую картину радости, цели и процветания. Благодать наполняет ваше сердце великим трепетом. Не сдавайтесь, продолжайте твердо верить до конца вечной полноты.
Возлюбленное небесное существо, источник мира, ты доверяешь мне. Поток благ, превосходящих ваше воображение, разнесется во времени и пространстве, как симфония истины. Моя любовь настолько велика, что превосходит все границы, превосходит понимание и касается неба. Я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь не знает границ. Поэтому я прикрою тебя в трудную минуту и покажу тебе свою доброту и прощение. Однако в большинстве случаев я могу поймать вас, если вы упадете, но я буду рядом, чтобы помочь вам восстановиться и вернуться на правильный путь. Моя любовь к тебе безгранична и безгранична. Оно всегда рядом и зажжет огонь и силу, необходимые для преодоления любого испытания. Позвольте мне присоединиться к вам, когда вы закроете глаза. Моя любовь обнимает тебя и приносит тебе утешение и поддержку. В моем присутствии тепло и комфортно. Верьте в меня всем своим сердцем, и я принесу вам спасение, мир и спокойствие. Ты доверяешь мне, и я всегда буду рядом с тобой, придавая тебе силы и стабильность. Позвольте мне окружить вас глубокой любовью, которая исцеляет каждое разбитое сердце и освежает каждую утомленную душу. Знай, какие бы испытания ни преподнесла нам жизнь, моя любовь к тебе выдержит. Сегодня, как никогда, я готов помочь тебе простить. Моя любовь окружает тебя и исцеляет тебя в этот момент, когда я принимаю твою личность и несу свои обязанности. Каким бы далеким и темным ни казался ваш путь, помните, что надежда все еще жива, потому что я с вами. Вас ждет новое приключение. Я желаю тебе снова обрести жизнь, мечтать по-крупному и стремиться к большим вещам, потому что ты сможешь вернуть во мне то, что ты потерял, и даже больше. Желаю тебе долгой и счастливой жизни, полной успехов и счастья. В следующий раз, когда вы будете охвачены стрессом или тревогой, просто доверьтесь мне, делайте все, что в моих силах, и я буду рядом, чтобы поддержать и направить вас. Тебе больше не нужно нести это бремя, потому что я здесь, чтобы помочь тебе. Я говорю вам сегодня, что быстро и легко это не путь к успеху или счастью, и не должно быть таковым. Ты, должно быть, наивен или эгоистичен и прежде всего стремишься к знаниям, дитя мое, потому что достойное преодоление жизненных трудностей является ключом к успеху во всех начинаниях. Услышьте мои слова и примите мою мудрость. Помните мой совет, когда станете старше. Все, через что вы проходите или проходите, верно для меня. Помните, что вы не одиноки. Оставьте всю наивную гордость и примите знания. Это меняющая жизнь приключение перенесет вас в места, о которых вы никогда раньше не знали, и даст вам силы преодолеть любые трудности. Продолжайте двигаться вперед, и каждый день я буду вашим пастырем, мое дитя, и буду следить за тем, чтобы ничего важного не упущено. Пусть ваша вера, надежда и любовь направляют вас, когда вы видите процветание, которое приходит от каждого действия. У меня есть материалы, изготовленные на заказ, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Я тот, кто может спасти, и пребывание в небесном присутствии устранит все твои страхи. Река живой воды поддержит ваши корни, а плоды, которые вы принесете, принесут много благословений вашей семье и другим людям.
Найдите мир, которого вы желаете, в бесконечном царстве моей любви и будьте уверены, что вы никогда не останетесь одиноки и не покинуты. Сегодня тот день, которого вы так долго ждали. Это день, когда нужно двигаться вперед с непоколебимой решимостью, преодолевая все препятствия, стоящие перед вами. Независимо от того, насколько вы разочарованы или потеряны в жизненных взлетах и падениях, моя непоколебимая любовь остается сияющим светом. Поверь, что моя любовь приведет тебя к светлому и солнечному будущему в твоей карьере. Дорогие мои дети, ваша уникальная и незаменимая цель вплетает вас в сложную ткань нашей планеты, делая вас устойчивыми к переменам. Мечтайте о многом, примите, что я ваша крепость, и поверьте в путь, который ведет ко мне. Я всегда рядом, чтобы поддержать тебя, когда ты упадешь, и подбодрить, когда ты потерпишь неудачу. Следуй обещанию, которое ты дал в своем сердце, что именно я веду тебя к вечному удовлетворению и миру. Моя любовь к тебе не знает границ. Оно охватывает всю длину и ширину времени и остается постоянным и неизменным. Глубина моей любви не знает границ. Я буду рядом даже в самые темные часы, чтобы помочь вам подняться и пролить свет на ваше путешествие. Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии, и я обещаю вам, что ни одно препятствие не будет непреодолимым. Будьте внимательны и слушайте то, что я говорю. Не случайно вы меня сейчас слушаете. Мой голос кричит сквозь тебя. Сегодня я посылаю послание любви и понимания. Пожалуйста, знайте, что это письмо глубоко трогает вас и является не случайностью, а искренней попыткой передать вам мою любовь, потому что я желаю вам глубоко задуматься. Будьте уверены, я буду с вами на каждом этапе пути. Я скала, на которой вы строите силу, чтобы не бояться Бога. Я помогу тебе во всех твоих делах своей праведной десницей, чтобы ты не споткнулся на своем пути. Дитя мое, стойте твердо перед лицом угнетателей. Ибо я Бог ваш, и беззакония их будут прощены. Я буду держать тебя в своей правой руке в огненных испытаниях жизни и уничтожать ужас твоих врагов. Я представляю себя вашим верным сторонником, готовым распутать паутину проблем, которые могут вас заманить в ловушку. Поскольку я твоя цель, пожалуйста, знай, что я буду твоим светом в темноте, чтобы ты мог выдержать тени. Думайте обо мне как о божественном целителе, который исправляет все сломанные места и возвращает вам полное здоровье. Я подниму тебя из ямы отчаяния и одену в доброту и милосердие. Я хозяин вашего спасения. Что бы ни случилось, моя преданность тебе непоколебима. Поскольку Святой Дух находится внутри вас, я всегда с вами, предоставляя утешение и карту, по которой вам нужно следовать. Вся моя жизнь будет жить в приюте твоего сердца, корни твоей веры больше человеческого знания. Когда вы примете эту глубокую связь и отдадите свою жизнь в мои руки, они коснутся глубин вашего сердца. Я всегда рядом с вами, предлагая руководство и утешение. Сила моих слов в формировании вашей жизни не имеет себе равных, и ничто не может помешать им стать для вас реальностью. Пока вы плачете, я укрываю вас и ваших близких прекрасным одеялом благословений, наполняя ваше сердце удовлетворением и радостью.
Благословения прольются в вашу жизнь, как нежный дождь. Вы бессмертны, ты мой возлюбленный сын, победитель во Христе Иисусе, святой священник и член святого народа. Так что посмотрите на небо и позвольте этой идее проникнуть в вашу жизнь. Я взял тебя в чреве твоей матери и отделил тебя для жизни, полной многих даров. Пусть ваша судьба будет наполнена благословениями и будет примером любви и сострадания для всех окружающих. Моя любовь к тебе не знает границ, и я надеюсь, что ты никогда этого не забудешь. Моя бессмертная любовь к тебе не зависит от твоей нынешней ситуации. Я буду с тобой, чтобы простить тебя и вернуть тебя к жизни. Детка, какой бы темной ни была ночь, верь, что я с тобой, и иди спокойно. Я буду стоять завесой между тобой и злом в трудные времена. Доверьте мне свою веру и надежду, и я позабочусь о вашей безопасности. Мои ангелы окружают и защищают твою душу от опасности. Если вы продолжите верить в меня до конца, вы получите мои многочисленные и чудесные благословения. Эти способности, естественные или врожденные, являются божественными дарами, созданными Богом, чтобы вести нас к цели в жизни. Когда мы используем эти дары, чтобы служить другим и прославлять Бога, мы часто находим Его указания более ясными. Сочетание наших потребностей, талантов и возможностей служить может быть мощным индикатором того, куда Бог ведет нас. Это гармоничное сочетание наших глубочайших радостей, направляемых Богом, и потребностей, которые мы видим в окружающем нас мире. Познание Божьего водительства – это многогранный процесс, который включает в себя мышление в духе, терпеливое ожидание Божьего времени, использование талантов, данных нам Богом, и общение с другими верующими. Когда мы путешествуем по жизни, эти аспекты работают вместе, чтобы помочь нам различить и следовать путем, который Бог установил для нас. Давайте посмотрим на некоторые библейские примеры Божьего руководства. История Иосифа в Бытии является убедительным свидетельством сложного и целенаправленного руководства Бога. Жизнь Джозефа, полную предательств, несправедливости и лишений, можно легко рассматривать как путь страданий. Несмотря на все это, Иосиф оставался стойким в своей вере, и Божье направление было ясным. От продажи его братьями в рабство до жестокого заключения в египетской тюрьме Иосиф выжил, и Бог использовал этот опыт, чтобы подготовить его к более великой судьбе – править Египтом и избавить многих от голода. История Иосифа в Бытие 37:50 является мощным напоминанием о том, что Божьи указания часто открываются таким образом, что мы не можем сразу понять их. Оно учит нас тому, что наша нынешняя борьба или препятствия не указывают на нашу конечную цель. Бог работает в нашей жизни, сплетая воедино каждый опыт, испытание и победу, чтобы исполнить свой милостивый и целеустремленный план. Еще одним ярким примером является история Моисея. Моисей был призван Богом из горящего куста, чтобы вывести израильтян из египетского рабства. Это путешествие было полно препятствий и трудностей, но Моисей следовал указаниям Бога на каждом этапе пути и творил через него чудесные вещи. Эти библейские истории побуждают нас доверять Божьему руководству, знать, что Он с нами на каждом этапе пути, что Он превращает наши испытания в свидетельство,
а наши испытания в свое благословение и славу. Поэтому мы должны принять Божью силу. Получение силы от Бога – ключевой аспект нашего духовного пути, особенно когда нашей силы кажется недостаточно. В Филиппийцам 4 часа 13 минут это прекрасно сказано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это обещание Писания заключается не в том, чтобы иметь бесконечную физическую энергию или умственные способности, а в том, чтобы иметь глубокий источник силы, духовной силы, которая исходит из наших отношений с Богом. Эта божественная сила дает нам возможность противостоять многочисленным жизненным испытаниям с непоколебимым мужеством и верой. Это напоминание о том, что наши способности в сочетании с силой Бога могут помочь нам справиться с любой ситуацией. Эта сила Божия особенно очевидна во времена испытаний и скорбей. Легко чувствовать себя сильным, когда дела идут хорошо, но истинная духовная сила раскрывается в моменты слабости, когда мы сталкиваемся с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями или боремся с, казалось бы, непреодолимыми проблемами. Божья сила помогает нам продолжать идти вперед. Эта сила позволяет нам твердо стоять в своей вере, даже когда мы подвергаемся искушению, и проявлять благодать и прощение, когда это кажется труднее всего. Это сила, которая превращает наши испытания в свидетельства веры, которые помогают нам не только упорствовать, но и расти. Кроме того, сила, которую мы получаем от Бога, предназначена не только для нашей собственной выгоды, это дает нам возможность быть источником поддержки и ободрения для других. Как писал Павел в своем письме к филиппийцам, эта сила делится, чтобы мы могли укреплять других в трудные времена. Когда мы доверяем Божьей силе, мы становимся каналами Его силы, давая надежду и стойкость тем, кто нас окружает. Наша способность проявлять сострадание, предлагать помощь и говорить слова ободрения укрепляется силой, данной нам Богом. Таким образом, наша борьба и победы становятся нашим общим опытом, делая сообщество веры сильнее и более поддерживающим. По сути, получение силы от Бога означает принятие ограничений и охотную веру в Его силу. Нужно понимать, что хотя мы можем сталкиваться с проблемами и трудностями, мы никогда не одиноки в этих трудностях. Сила, которую мы получаем от Бога, это источник силы, которая течет внутри нас и позволяет нам преодолевать любые препятствия. Это свидетельство постоянной поддержки и неприходящей силы, которую мы получаем благодаря нашей вере. Продолжая идти по жизненному пути, давайте будем щедры к любящему и могущественному Богу, понимая, что сила, которая нам нужна, всегда будет предоставлена. Дорогие друзья, давайте не будем забывать, что Бог всегда с нами. Он наш проводник в самые темные ночи, наш источник силы в трудные минуты, наш постоянный спутник на каждом этапе жизни. Сегодняшний опрос подтверждает присутствие, руководство и силу Бога в нашей жизни. Они – компас, который нас направляет, щит, который нас защищает, и свет, освещающий наш путь. Даже когда мы чувствуем себя одинокими или неуверенными, давайте помнить, что Божье присутствие находится под нашими ногами, а небо над нами, несомненно. Его руководство – это карта, которая помогает нам преодолевать жизненные трудности, а его сила – это якорь, который удерживает нас в штормовом море.
Имея это знание и веру, зная, что Бог всегда с нами, давайте двигаться вперед, принимая каждый день с верой и надеждой. Теперь обратимся к Богу с молитвой ко всем, кто в моем голосе. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы могли получить все благословения этой молитвы. Помолимся нашему доброму и любящему Богу. Небесный Отец, всемогущий и вечный Бог, я прихожу к Тебе с сердцем, полным хвалы и благодарения. Ты Творец всего сущего, вечный Царь и Источник всех благ. Ваше величие и слава превосходят всякое понимание. Благодарю Тебя, Господь, ибо Ты могуществен, и благость Твоя пребывает вовек. Ты постоянный свет в нашей жизни и прочная скала, на которой мы стоим. Господь, я благодарю Тебя за Твои бесконечные благословения, дыхание жизни и Твое присутствие вокруг меня. Спасибо за то, что Ты мой проводник, моя сила и мой защитник. Благодарю Тебя за Твой завет помогать мне и хранить меня одесную Твоей праведности. Отец, я прошу Тебя простить мне мои грехи. Укрепи меня своей благодатью и направь меня на путь праведности. Я освобождаю всех тех, кто угнетал меня, и принимаю Твое присутствие и любовь. Господь, пока я иду по жизни, всегда дай мне почувствовать, что Твое направляющее присутствие ведет меня в правильном направлении. Во имя могущественного Иисуса я провозглашаю победу над всеми трудностями, с которыми я столкнулся. Я дам отпор всем атакам врага. Я обрабатываю каждый вздох страха, сомнения, беспокойства и замешательства. Через Христа, который укрепляет меня, я заявляю, что я больше, чем победитель. Я желаю исцеления в своей жизни и в своих близких. Исцелите наше тело, разум и дух и позвольте своей силе проявиться в нашей жизни. Господь, я молюсь, чтобы Ты защитил нас, защити нас от зла и защити нас от сетей врага. Уведи нас от искушения. Я молюсь о благословении в нашей жизни, благослови наши дома, дело наших рук и наши отношения. Я ищу Твоего ежедневного обеспечения в нашей жизни и доверяю Твоему Слову, чтобы удовлетворить все наши нужды согласно Твоему богатству и славе. Дай нам хлеб наш насущный и поддержи нас ежедневно изобилием Твоей благодати. Пусть Ваша благодать и милость сопровождают нас во всем, что мы делаем. Молясь со всеми, кто слышит эту молитву, Господь, я благодарен за каждое сердце, которое сейчас смирилось перед Тобой. Мы согласны просить Вашего руководства, силы и любви проявиться в нашей жизни, когда мы молимся друг за друга и сталкиваемся с жизненными трудностями. Помоги нам помнить, что Ты всегда с нами. Наполни нас Своим Святым Духом и позволь Твоему свету сиять в нас. Господь, мы провозглашаем победу во имя Твое. Мы говорим жизнь и здоровье каждой части нас и верим в Вашу удивительную силу восстановления и исцеления. Пусть каждая разбитая душа исцелится, каждый физический недуг исцелится, а каждая обеспокоенная душа найдет утешение в Ваших любящих объятиях. Спасибо за Вашу защиту и руководство. Окружите нас Своей милостью и любовью. Пусть Твой божественный мир покоится внутри нас, охладит наши заботы, успокоит наши страхи и даст нам устойчивый якорь среди жизненных штормов.
Пусть Ваша воля будет в нашей жизни и в жизни наших близких, как на небесах. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Господи, спасибо, что услышал и ответил на мои молитвы, и я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.